Я хочу сказать, объявить благодарность за добросовестное отношение к труду и по итогам производственной деятельности. Хочу объявить благодарность мастеру производственного обучения, высшему мастеру производственного обучения учреждения образования Глубокой госпитали Грековой Анастасии Анатольевне. Это человек трудяшка, она все лето, поверьте, кто-то отдыхал, а тут были и закатки, и прополки, и наши черенки, и все остальное. Вот. Спасибо большое. Дальше. Я также хочу объявить благодарность мастеру производственного обучения Кургузовой Татьяне Афанасьевне за добросовестное отношение к труду и итогам производственной деятельности. И пирожки, ну да, булочки, пирожки, да, все. Спасибо вам большое, Татьяна. И готовятся к ярмаркам девчонки от души. Фантазии только всегда. Спасибо, готовятся к отношению к Спасибо, Тамара Ивановна. Спасибо. Это тоже наша звездочка. У нее только вот эти клубочки все. Но это все заслуги девчонок. Я не могу их какие мастериц спросить, что я вас называю девчонками. Но действительно, ушой вы молоды. Не надо не заставлять ничего. Двое ноги не идут. Представь себе отработать только в теплице, а потом и сад зимний досмотреть, и клубы все прополоть, а мы договорились, что будет. Спасибо, Тамара Ивановна. Я хочу объявить благодарность мастеру производственного обучения Юрию Михайловичу. Добросовестно. Смотрите внимательно на этого человека. Этот человек, ну я бы сказала даже, спасибо вам большое, да, я сказала, вы представляете, на любом виде техники, то ли комбайн, то ли трактор, везде, но если надо, так надо похвалить. Если не поругали, то что курит, значит поругали, то что курит. Да? А так вообще, молодец, надо для долга. Вот на таких людях, в принципе, и держится лицей. Ну, правда, душа радуется, что у нас есть такой. Я хочу выразить благодарность также объявить мастеру производственного обучения Ткачевку Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович, спасибо вам большое, вот благодарность. И тоже могу много сказать хороших, добрых слов в адрес этого человека, потому что или надо ехать складывать кирпичи, или надо там закладывать ферму там, в Черневичах, или тут какие-то, например, надо что-то сделать по благоустройству. Ну, есть вот эти мальчики, наши каменщики, они у нас есть молодцы, мастера делают. Я также хочу объявить благодарность, чтобы не было обидно Климантовичу Юрию Леонидовичу. Ну и что, и в этом году я хочу сказать, что, во-первых, спасибо большое, я хочу сказать, объявить благодарность, хочу сказать добрые слова, потому что подготовить, например, наш дернатор, который уже добрый вечер тьму, если вы можете развалиться, но Юрий Леонидович помогает реанимировать этот дернатор, хранению нашего зерна поступающего, ну и тоже, или по благоустройству во всех отношениях. Спасибо большое. И ее за что похвалить? Похвалю. За что-то надо будет поругать? Поругаю. Ну да. Я хочу выразить благодарность еще раз Зайцу Артему Валентиновичу. Отношение к другой итогу производственной деятельности. Ну, тоже есть нюансы такие. Вот он ушел, но пришел к нам. Я рада, что, я еще раз говорю, где родился, там и пригодился. Спасибо вам большое. Тоже на тракторе, на тракторе, на комбайне. Другие раз может что-то и не нравится. Нет, спасибо большое. Мне тут написали, что благодарность Сергею Сергею Павловичу. Я тоже не могу сказать. Сергей Павлович не как мама говорила, как директор говорит. Тоже надо навоз возить, возим навоз. Надо там где-то что-то перевозить. Ну все, молча, тихонечко, обдурать это дело Мировича. Спасибо большое, Мирович, еще разочек. Вы тоже так же, вот, если надо где-то, там что-то сдать яблоки, надо технику
Бог поможет. Значит, помогаете мне ремонтировать. Спасибо большое за ваш труд. Это были благодарственные слова за год. За год. Лето у нас прошло. У нас тоже появятся там люди, которые отнеслись добросовестно, но они у нас как бы недавно работают, поэтому мы это сделали что позже. Спасибо большое.